Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук – одно из крупнейших за Уралом академических учреждений. Среди его первостепенных задач – документирование материала по исчезающим языкам, описание их лексического и грамматического строя, составление различных типов словарей, фиксация и систематизация образцов фольклора коренных малочисленных народов Севера. Одним из его структурных подразделений является отдел северной филологии, который с момента образования имеет свою замечательную историю. Известные ученые-североведы Василий Афанасьевич Роббик, Анна Николаевна Мыреева, Гаврил Николаевич Курилов-Улуро-Адо, Галина Ивановна Варламова-Каптуке, Тамара Егоровна Андреева начали здесь свою научную деятельность, и теперь их имена стали эталоном для всех северян. Серия «Памятники этнической культуры» – одно из основных направлений работы отдела, подлинной ценностью которой являются эвенкийско-русский, эвенско-русский и юкагирско-русский словари. Словарь тундренного диалекта юкагирского языка сейчас находится в разработке в рамках госзадания института, и он будет тоже издан в рамках этой серии. Так что у нас в серии будут все словари изучаемых нами языков. Далее в нашей серии издаются и монографии по эвенкийской и эвенской грамматике и юкагирским языкам. Они на сегодняшний день являются наиболее полными. Я приведу пример последней монографии, которая вышла в 2021 году, называется «Эвенский язык. Фонетика, графика и орфография, морфология». Он представляет собой наиболее полный грамматический очерк фонетики и морфология эвенского языка. Первая грамматика эвенского языка выходила в 1947 году и оставалась до сих пор единственной. Это под авторством Веры Ивановны Цинцус. В новой работе дается наиболее полное описание звукового состава эвенского языка, частей речи, их грамматических категорий. И отличительная особенность этой грамматики в том, что здесь дается подробное описание графики и орфографии эвенского языка. Материалом для написания работы послужили полевые материалы авторов Бурыкина Алексея Алексеевича, Шарина Сарданы Ивановны. Здесь приводятся материалы всех существующих ныне диалектов и говоров эвенского языка. А их у нас насчитывается сейчас более 23. И во всех местах, где используются эти диалекты, вы бывали? Да, мы собраны материалы были для этой монографии в Хабаровском крае, на Камчатке, Чукотском автономном округе, Магаданской области, в основном, да, Магаданская область, ну и, конечно, районы Якутии. Вот. Это фундаментальная работа, которая послужит базой для разработки разных учебников, пособий для школ, для высших учебных заведений. И, конечно, это в будущем связано с функционированием и сохранением языка. Скажите, пожалуйста, вот пока мы не углубились далеко, для того, чтобы собрать материалы по эвенскому языку, вы побывали во многих местах. Вообще, в настоящее время как эвены в разных местах сохранили свой язык, свой диалект, свои знания? Ну, эвены в настоящее время проживают в 5 субъектах Российской Федерации, и везде сохранность языка разная. Мы в рамках подготовки к съезду эвенов проводили такие социолингвистические опросы и исследования, и, судя по ним, у нас очень маленькое количество процентов знающих свой родной язык во всех регионах. Это Якутия где-то
17% у нас получилось. На Камчатке и того меньше, на Чукотке тоже, Магаданская область тоже результат не очень хороший. Ну и Хабаровский край тоже. Поэтому сейчас, конечно, мы пополняем те языки, которые вот подошли к грани исчезновения. Серия наша «Памятники этнической культуры коренных народов Севера Сибири и Дальнего Востока» преследует цель популяризации знаний о языках, фольклоре, традиционной культуре. И в конечном счете это возврат народу его ценностей. Это и словари, и грамматики, и фольклорные произведения, они возвращаются народу. И мы сегодня видим, как по нашим работам ставятся в домах культуры, в театрах постановки фольклорные, используются, ну и, конечно, словари везде используются, и грамматики используются при преподавании языков и в школах, и в учебных заведениях. В 2021 году наш проект ЕГИ-ПМНС «Памятники этнической культуры» стал победителем 5-го конкурса «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия Российской Федерации, ключевое слово в номинации «Лучший издательский проект». Ну, эта оценка, конечно, высоко ставит нашу работу, и я думаю, что дальнейшая публикация этих работ принесет много пользы именно в вопросах ревитализации языков коренных малочисленных народов Севера. Я бы хотела остановиться на вопросе новых подходов к исследованию языков народов Севера. Традиционная грамматика более чем за 20 веков существующая, это стройная методика, которая позволила описать почти все языки мира, которым мы сейчас пользуемся. Это фундаментальная, основополагающая основа описания всех языков. Она основывается на работах Аристотеля, это 300-е годы до нашей эры. И вот представьте себе, с тех пор мы базируемся на этой грамматике, которая делит язык на уровни. Это, например, фонетика, морфология, лексика, синтаксис. Но в 21 веке и в 20 веке наша наука, в том числе и лингвистика, стала бурно развиваться, и пришли новые веяния, новые подходы к описанию языков. Одним из таких направлений является функциональная грамматика. В 80-е годы прошлого века наш ученый, известный Василий Афанасьевич Роббек, стал описывать языки тунгусо-маньчжурской группы на основе этой теории. И выделили много функционально-семантических категорий и функциональных полей, такие как темпоральность, аспектуальность, залоговость, модальность. Далее его работу продолжила я писала локативность, персональность, поссессивность в эвенском языке. Вот. Эта теория является очень удобной для описания наших агглютинативных языков, потому что дается возможность при рассмотрении каких-то понятийных категорий касаться не только одного уровня языка, например, морфологии, на которой базируется это поле, ядро этого поля, но и выйти на другие уровни, такие как лексика, синтаксис и так далее. Именно этот подход, я думаю, расширил не только
лексикографию, лексикологию, но и другие уровни. При изучении, например, синтаксиса тоже очень интересные явления открылись при этом. При описании наших языков сейчас используются очень передовые новые направления, такие как когнитивная лингвистика, лингвокультурология, этнолингвистика, психолингвистика, которые тоже представлены в трудах наших сотрудников. Монография Елены Васильевны Нестеровой «Образные слова эвенского языка» была издана в этой же серии. Образные слова эвенского языка – это такие слова, которые передают картину различных действий, признаков и явлений в эвенском языке. Например, в эвенском языке очень много образных глаголов. Одним образным словом можно передать целую картину действия. Например, слово «тембихаваттай», что означает, если перевести это слово на русский язык, это «ходить туда-сюда», передвигая ногами и при этом нести свой большой живот. Таким словом можно рассказать о маленьком, низком человеке с большим животом. Таких слов в эвенском языке очень много. Очень много образных глаголов, образных прилагательных, наречий. И также в группу образных слов эвенского языка мы включаем и звукоподражательные слова. Это слова, которые передают различные звуки, издаваемые птицами, животными, человеком, или же всевозможные удары, стуки и так далее. Работа написана на материале говора березовских эвенов. Березовский говор эвенов относится к восточному наречию эвенского языка. И он, конечно же, отличается от говоров, например, эвенов, живущих в Сибянкёле, потому что их говор относится к западному наречию эвенского языка. К березовскому говору близок говор эвенов Магаданской области, Камчатской области, а также Чукотского автономного округа. Особенности говора заключаются и в морфологическом, и в лексическом, и в фонетическом плане. Я хочу сказать, что образные слова в эвенском языке, они в основном употребляются в живой разговорной речи, а также в фольклорных произведениях. Почему мы взяли именно материал березовских эвенов, говора березовских эвенов? Потому что этот говор до сих пор жив. В своей речи эвены березовские очень часто употребляют образные слова. На мой взгляд, сохранили больше свой язык, и особенности фольклор, где зафиксированы именно наши образные слова, различные архаизмы и так далее. В настоящее время мы работаем по изучению синонимов в эвенском языке. Это тоже очень интересная тема, ранее не изученная. В отделе северной филологии более 20 лет работает Кирилл Намцараевич Стручков. Основная тема – это социолингвистика. То есть я выясняю сферы использования венкийского языка и, сообразуясь с этим, можно понять, насколько язык живет и функционирует. Да. В течение многих лет я был в экспедициях во многих районах, где живут эвенки. Это Бурятия, в Якутии, конечно, потом Комсомольск-на-Амуре, Красноярский край, ну, практически у всех групп, ну, у большинства, можно так сказать. Мы хотим возродить языки коренных малочисленных народов Севера. Задача эта, разумеется, непростая.
И дело тут в том, что как бы это подобными вопросами это комплексные, очень сложные вопросы. И как любой сложный вопрос, его нужно разделить решить, попытаться разделить, разбив на мелкие вопросы. А это означает работу очень многих специалистов буквально из всех сфер жизни. И как вот мне видится, мы пытаемся возродить языки, основываясь на школе, то есть на обучении в школе, в детском саду, но это не может охватить все сферы применения языка. А так как коренные народы Севера, они в большинстве случаев малочисленные, живут с очень сложным расселением, дисперсным, то есть не одной группой, а маленькими группами. И живут эти группы, как бы сказать, ну не в окружении, а в сотрудничестве с другими народами. И получается, что происходит взаимовлияние языков, ну, я хочу сказать о русском языке и, предположим, евенкийском. Так как на русском языке вообще проблема гораздо сложнее, в двух словах мне ее рассказать, наверное, будет сложно, но основное в передаче языка от поколения к поколению это является непрерывность. К сожалению, основной возраст продуктивный 40-45 лет, ну, 35-45 лет, это не являются носителями языка в большинстве случаев. И исходя из этого, язык не передается от старших к младшим. И пытаясь решить эту проблему только путем образования, включая язык в программы школьного обучения, это, боюсь, невозможно. История знает несколько примеров возрождения языков. Ну, яркий пример – это иврит. Потом есть еще язык маори и один из французских диалектов. Но это там вообще очень сложно. И речь там шла о том, что о погружении в языковую среду. Я хочу представить монографию «Русские лексические заимствования в евенкийском языке». Она вышла в серии «Памятники этнической культуры». В своей монографии я рассматриваю заимствование русской лексики на примере текстов 1930-х, 1960-х годов. Рассматриваемый материал у меня – это письменные источники, то есть литература, которая была создана в этот период. В этот период можно охарактеризовать как наиболее яркий. Был создан алфавит, была создана письменность, были созданы учебники, и все в те годы это было все на уровне подвига. Потому что на пустом месте что-то создать всегда очень сложно. После 60-х годов уже идет спад. В основном тексты, на которых я основывался, то есть которые послужили материалом, это учебники и некоторое количество художественной литературы. Художественной литературы было мало, в основном тексты были переведенные, изредка написанные на евенкийском языке носителями. Дело в том, что для развития любого языка необходим определенный терминологический задел, как сказать. То есть невозможно подать новый материал, основываясь на старых терминах и понятиях. То есть если материал абсолютно новый, необходимо включать новые слова. И вот каким образом создавать, включать
Вот весь этот процесс я и описываю. Отдел северной филологии пополняется молодыми сотрудниками. Я занимаюсь экспериментальной фонетикой, окончил Амурский государственный университет, и тема моего научного исследования посвящена экспериментально-фонетическому исследованию эвенского языка. В частности, я занимаюсь вокализмом ламунхинского говора эвенского языка. В ламунхинском говоре учеными выделяется 18 гласных фонем, в числе которых краткие и долгие гласные звуки, а также дифтонгоиды. Дифтонгоиды представляют собой сочетание двух гласных. Как правило, они состоят из узкого компонента и широкого компонента. Я начал учить свой эвенский язык с 2013 года, когда был студентом кафедры северной филологии. Именно в то время я познакомился со своим родным языком. До этого я не знал эвенский язык. Вот, в семье мы общаемся в основном на якутском языке, но с друзьями, со знакомыми, которые владеют родным языком, я стараюсь говорить на эвенском языке. Иногда бывают сложности в общении, да, с носителями эвенского языка, но при этом я владею именно литературным эвенским языком и считаю, что достаточно хорошо могу поддерживать любую беседу на эвенском языке. Я именно исследую разговорную речь, спонтанную речь, да, то есть живое общение на эвенском языке. И с помощью новейших возможностей, да, существуют программы, такие как PRAT, Speech Analyzer, которые применяются многими фонетистами мира в отношении эвенского языка. Да. И чем интересна спонтанная речь, да? Потому что когда человек разговаривает, в языке происходит очень много изменений, очень много смещений, да? И звуки тоже они могут меняться. Например, в начале слова и в конце слова гласный звук может реализоваться по-разному. Вот это представляет очень большой интерес для нашего исследования. Безусловно, меня интересует звуковой составляющей эвенского языка, потому что, как ранее уже сказал, да, вот, сейчас в науке не исследованная, эта тема менее исследована, и глядя на то, что вот язык наш постепенно меняется, да, и это тоже надо в научной сфере отразить. Серия «Памятник этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» была учреждена в 2004 году по инициативе доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Саха-Якутия Василия Афанасьевича Роббика. В рамках серии уже издано 45 томов научных трудов по языкам, фольклору и традиционной культуре, и работа эта продолжается и по сей день.